Кого бы ты ни посадил, и сколько бы раз он тебе не сказал, что он согласен на все, он пленный. Он находится у тебя в плену. Ты скажешь, он не у меня в плену, он у тебя в плену, потому что ты попросил его привести, и ты скажешь, он не готов мне дать интервью, уведите его. И его ты уводишь куда-то. Он не знает, куда ты его уведешь. И я не знаю, да, что с ним произойдет. Я не смотрел все передачи. Я несколько вот этих, как мне сбрасывают, там, какой-то там 1,5 минуты, 2 минуты связаны. Военнопленный, я это в большей степени буду говорить с вашим руководством, с твоим, и у вас отдел есть какой-то, да, который занимается этим. Дело в том, что это бьет по имиджу Украины во многих моментах. Объясню, что я имею в виду. Когда ты, в частности, особенно это с тобой связано, когда ты унижаешь, оскорбляешь человеческое достоинство военнопленного, это противоречит Женевским конвенциям. Чеченец он, русский он, кто бы он ни был. Это делает не создает не тот имидж украинскому государству. Один раз я смотрел ролики, когда я зная русских и российскую пропаганду, и как они эти эпизодически вытаскивают. Когда был расстрел русских офицеров, по ногам им стреляли, потому что они 3-й раз или 2-й раз попадали в плен. У нас этот случай был. Мы попадали в плен русские, мы их отпускали, 2-й раз попадали, 3-й раз попадали. И в конечном итоге приходилось что-то предпринимать против этих людей, которые они попадают в плен, отпускаешь, они возвращаются. Поэтому, мне кажется, Украина – это правовое государство. Даже во время войны есть необходимость сохранить этические нормы. И в первую очередь это та страна, которая сегодня стоит намного выше тех орков, которые сегодня воюют против вас, против Украины, то есть против нас. Поэтому в этом отношении, да, мне кажется, нужно будет немного пересмотреть формат. Я могу ответить. Женевскую конвенцию я, наверное, из всех собравшихся и всех подписчиков знаю лучше всех. Женевскую конвенцию я не нарушаю. Я знаю, что пишет про меня Amnesty International, Красный Крест, различные комитеты. Это я все знаю, потому что я про это знаю. Все интервью, они добровольные. Ни один военнопленный не пошел на интервью под угрозой чего-либо, в отличие от наших военнопленных. Чтобы это доказать... Как ты это докажешь? Есть ответ. Они проходили полиграф. И в реальном времени. Дорогой Дима, человек в плену. Да. Даже если даже в украинском человек в плену. Да. Он находится в тех условиях, он будет выполнять все, что ему скажут. Нет. Да ладно, что ты говоришь? Нет. Смотрите, есть... Я могу вам показать сотни отказов от интервью. То есть есть люди, которые хотят на интервью. Если человек не хочет на интервью, он садится точно так же, с ним записывается ролик. То есть начинается беседа, я всем задаю вопрос, который задал вам в начале. Вы даете согласие на запись и публикацию? И он говорит нет. И у меня таких отказов несколько сотен. Дмитрий, я не могу сейчас спорить, потому что я не знаю, да? Но я интуитивно то, что чувствуешь, и то, что зритель чувствует, я тебе об этом говорю. Кого бы ты ни посадил, и сколько бы раз он тебе не сказал, что он согласен на все, он пленный. Он находится у тебя в плену. Ты скажешь, он не у меня в плену, он у тебя в плену, потому что ты попросил его привести, и ты скажешь, он не готов мне дать интервью, уведите его. И его ты уводишь куда-то. Он не знает, куда ты его уведешь. И я не знаю, да, что с ним произойдет. А не лучше ли немножко изменить формат этого диалога? Смотрите. Общения, элементарного общения. Когда вы оскорбляете человека, независимо, русский, чеченец, военнопленного, когда ты оскорбляешь, это нехорошо. Этого нельзя делать, Дима. Смотрите, еще раз. В моем случае я даже не знаю, кто ко мне придет на интервью. Я нахожусь в какой-то тюрьме, там, в СИЗО или на лагере, и там есть список желающих попасть на интервью. И они ко мне идут. Если человек не хочет на интервью,
он ко мне просто не идет, и он ко мне не попадает на интервью. Не, он может не посмотреть. Мне нету смысла кого-то, военнопленных так дохуя, что мне нету смысла их упрашивать, пошли ко мне на интервью. В этом нету смысла никакого. На тему оскорблений, то есть, еще раз, чтобы доказать, что они пришли на интервью по собственному желанию, я записывал с Вовой, с Золкиным полиграф, который, по сути, полиграфологу ставился один вопрос. Потому что русская пропаганда как раз же включилась в момент того, что их заставляют идти на интервью. Мы взяли 2 военнопленных, привели эксперта, полиграфолога. Это есть у нас на YouTube-канале. Весь полиграф, там 3,5 часа. Дорогой Дмитрий, дорогой, ты знаешь, полиграф – это не высшая инстанция истины. Мы же знаем, что такое полиграф. Как знаем. Его можно обойти или не обойти, или выдать какой. Давай, я, в принципе... Военнопленный срочник не знает историю, как обойти полиграф. Мало того, там использовался специальный полиграф, где не было субъективного мнения эксперта. Там полиграф проводил компьютер по зрачкам. Вот они сели, по 3,5 часа поотвечали. Инструментальный полиграф. Смотри, давай, чтобы мы это бесполезный разговор. Если бы я был бы твоим начальником, я бы не позволил бы тебе в такой форме вести эти допросы. Просто это мой подход. Но я считаю, вреда больше вот в том, как ты общаешься с военнопленными, чем пользы. Может быть, потому что я не знаю каких-то там секретных операций, которые вы проводите. Но вот то, что визуально, и то, что мы видим на картине, когда смотришь, и особенно, когда последний ролик, когда ты начал затрагивать вопрос религиозный, у тебя здесь с тобой находятся, в твоих подразделениях находятся люди, чеченцы, которые являются истинными верующими. И ты обязан просто соблюдать этические нормы относительно религиозных вопросов. Ты, я, любой человек. Я никогда себе не позволяю говорить что-либо относительно христианской религии. Разрешите? Конечно. Я всегда в своих интервью, вот подписчики не дадут соврать, говорю следующую фразу, что затрагивая религиозную тему, я иду на тонкий лед. У меня к Богу свое отношение. У меня, назовем это так, там, кличка, позывной, как угодно. Апостол, потому что мне его дала одна жена военнопленного еще в 23-м году. Оно так и закрепилось. Так вот, говоря о религии, например, я всегда говорю, у каждого своя вера. Кто хочет, верит, кто не хочет, не верит. Мне эта история не интересна. Но если около меня сидит православный, который говорит, я верующий, все дела. И я ему говорю, друг, назови ко мне 10 заповедей. И когда он не называет ни одной, то что я ему должен сказать? Не называй себя верующим. Я абсолютно согласен. Ну, относительно, смотрите, давай. Да. Если сидит мусульманин, не говорим там чеченец, там мусульманин. И он говорит, я мусульманин, я говорю, ты в мечеть когда ходил? Он говорит, никогда не был, вообще ни разу. Я говорю, ты намаз делаешь? Он говорит, нет. Я говорю, зачем ты называешь себя мусульманином? Если ты Коран не читал, в мечети не был, я в мечети был больше раз, чем он. Я вправе ему сказать, зачем ты называешь себя мусульманином? Смотри, давай я тебе отвечу на этот вопрос. Бытность Советского Союза, когда атеизм и атеист, это движение было очень мощным и сильным. А был один атеист, который выступал каждый вечер по телевидению. Он выступал, я не буду сейчас называть его имени. Он говорил, завтра начинается Рамадан. Но детей в школу отправляйте, не заставляйте, не вынуждайте. Это там, в общем-то, это... религиозная пропаганда, в общем, вы должны быть свободны, мы люди, это самое, никто, никому нету, никого нету, в общем, все это. Он опорочил и сказал, довел до информации. Но главное, когда когда советская система разрушилась, и когда, вернулись опять в религию. И когда свободно стали выстраиваться мечети, и кто-то у него спросил, а ты помнишь, что ты делал?
в этот период. Он сказал, ну я же вам напоминал, что завтра начинается Рамадан, а остальное, говорит, это было все, ну, то, что я был вынужден говорить. Я к чему это говорю? Вот в Чечне я просто по себе знаю. Да, алкоголик, если ты ему скажешь, что ты не мусульманин, он это воспринимает как оскорбление. Он может в мечеть не ходить. Ты, в принципе, ты классический вариант, ты прав, да? Если ты не совершаешь намаз и не придерживаешься каких-то этих самых, ты не можешь себя назвать. Ну, в душе ты таковым себя чувствуешь. Я в данном случае, мне кажется, ты должен думать не о том, который с тобой, перед тобой сидит, который в мечеть не ходит, намаз не делает или пост не держит. А ты должен думать о тех, которые рядом с тобой. Человек, который воюет с нашим общим врагом, держит пост, совершает намаз, читает намаз и придерживается всех религиозных норм. И он, любое твое высказывание относительно религии, он это воспринимает как оскорбление. Вот поэтому ты должен о них думать. Потому что это твои соратники. Смотрите, я еще раз говорю. Тема религии, я всегда, когда ее затрагиваю, это для меня тонкий лед. Просто не надо ее затрагивать, и все. Да, ну, понимаете как? Вот смотрите, сегодня, кстати, будет в воскресенье ролик «Баптист». Да? Вот это братья, сестры, баптист. 10 лет проповедовал в церкви, ну, у них называется там собрание. Проповедовал собрание, потом жизнь пошла по наклонной, попал он в тюрьму, там с проституткой жил, алкоголь, драки, преступность, попал в тюрьму, чтобы не сесть, пошел на войну, попал в плен. Ну о какой религии может идти речь? Точно так же, как мусульманин, который пришел на войну из тюрьмы, потому что сидел за убийство. Чеченец. Смотри, Дмитрий, проблема в том, в твоей работе, что важно разбираться, насколько он религиозен или насколько преступно то, что он делает. Мне кажется, то, что вторая часть, да? Ну, ты не, ну да, у тебя кличка апостол, но ты не религиозный деятель. Нет, да? Я крещенный, у меня когда-то был крестик. Очень хорошо. Я не говорю, что ты неверующий. Я говорю, но ты Нет. Ты не человек, который может давать какую-то религиозную оценку. Нет. Я себе не могу это позволить. Тогда я как математик скажу вам следующее. Средняя длительность интервью 1,5 часа. Про религию мы говорим 1 раз из 10 интервью. Из 1,5-часового ролика о религии может быть минута максимум. Вот ту минуту, которую вам сбрасывают, но есть еще 2 часа других. Дмитрий, дорогой, прежде есть русское выражение, да? Это, по-моему, русское. Ложка дегтя. Да. Зачем, если есть возможность? Я тебе опять-таки говорю, не за буддистов, не за христиан. Это, пожалуйста. Ну, у тебя сегодня здесь есть муфтият, сколько мечетей, сколько мусульман воюют вместе с украинцами против русских сегодня. Если ты их задеваешь, если ты задеваешь их религиозные чувства, лучше это не делать. Вот пользы от этого 0. А негатива от этого хоть вагон грузи. Могу парировать. Я брал 5 чеченцев, вез в мечеть. Я это знаю. Я был там. Это те, которые вы разговаривали в мечети. Да. Муфтий, который с ними беседовал. Он точно так же смотрит мои каналы. Время от времени мы с ним общались, я ему задавал вопросы, он говорит, все ровно, у меня как муфти к тебе вопросов нет. А этим чеченцам он сказал, если бы мы с вами встретились на поле боя, я бы вас с автомата убил бы. И Аллах был бы на моей стороне. И я, когда затрагиваю Коран, я говорю, что в Коране написано. Дмитрий, вот ты сейчас сам ответил на вопрос. Когда это говорит муфти, я знаю, о каком муфти и с кем он разговаривает. Да. Никаких возражений и никакой угрозы в адрес муфти не было. Ты согласен со мной? Да. Не было. Просто я знаю, я его хорошо знаю, мы встречаемся, мы обсуждали. И вот как раз эти 5 человек, которых повезли, я с ним встречался, разговаривал, которых вы туда в мечеть повезли. Я этих тоже знаю. Просто тебе не надо эту тему затрагивать. Мы же добиваемся, чтобы у нас было позитива больше, чем негатива. Да? Для чего мы работаем? Я считаю, что вот сейчас я знаю, что будут смотреть все чеченцы, которые воюют
за нашу сторону, называю это стороной добра, вы, если сбрасываете... Не, просто скажи, если вы... Смотрите, если они почему не вы не говорите, почему вы никогда не говорите о том, что в каждом ролике я говорю и хвалю, и благодарю вас за то, что вы воюете на нашей стороне? Ведь это есть в каждом ролике. Но это правда. Всегда, когда я говорю за религию, я всегда говорю фразу: у каждого свой Бог, у каждого своя правда. Каждый хочет верить, хочет не верит. У меня никогда не было желания оскорбить чувства верующих, как это говорится. Никогда. Потому что есть военнопленные, которые молятся там дереву, которые племена, там вот это. Есть Дмитрий, баптисты. это делается, если бы ты это сознательно, специально делал бы для того, чтобы оскорбить чувства верующих, я бы с тобой по-другому говорил бы. На самом деле. Потому что я сам глубоко верующий человек. Я знаю, ты это не делаешь для того, чтобы оскорбить меня или моих соратников, или людей, которые сегодня находятся на передовой вместе с вашими. Но если это несознательно, если получается, что ты задеваешь, оскорбляешь, лучше это не делать, я спрашиваю у тебя. Это, безусловно, лучше не делать. Лучше не делать. Все, поэтому вот давай раз и навсегда снимем эти вопросы. Ты обращаешься и к чеченцам, и тем, кто оскорбились, кто неправильно понял вот то, что мы делали, то, что ты делаешь. Все, мы снимаем эти вопросы, чтобы дальше мы этого избегали. Хорошо. Опять же, как я всегда и говорил, специально я никого не хочу ни оскорбить, ни обидеть. Но если сам военнопленный говорит, что он там мусульманин, ходил в мечеть, Коран, даже арабский знает, даже то знает. И потом я ему говорю: по Корану что написано про войну? Расскажи мне про священную войну. А он не может мне базовые вещи Конечно, рассказать. он не скажет, да? Я знаю это. Так я, получается, плохой, потому что я оскорбил нет, кого-то? Смотри, нет, ты, получается, неплохой не потому, что ты его оскорбил или ты показал, что он не знает, а потому что ты начал посягать на ту тему, которую, во-первых, ты сам не знаешь, да? Не то, что он знает. Ты знаешь какие-то, может быть, просто поверхностно, это плохо, это хорошо. Да, а религия – это очень тонкая материя. Как ты сам сказал, лучше не наступай на этот тонкий лед и не настраивай людей против тебя, против меня, против тех, кто сегодня делают не только военную, но и информационную, и политическую, и идеологическую работу. Мы эту идеологическую работу делаем, чтобы усилить наши позиции, в первую очередь, в собственных рядах, а не разрушать их. По сути, да. Но вчера в телеграм-канале я сделал пост о том, что задайте вопросы, которые вам интересны. Живые люди написали вопросы. Мой админ выбрала на ее усмотрение интересные какие-то. С вашего разрешения предлагаю пройти по списку вопросов. Я по традиции не знаю, какие там вопросы. Если вопросы на украинском языке, вы язык понимаете? Да, я думаю, если что, вы мне поможете. Да, безусловно. Так, Дмитрий Карпенко. Это ваш канал, да? Да. Это тот блог, который вы ведете. Да. И сколько давно ведете? По факту у нас два канала. Это основной и резервы с первых дней войны полномасштабных. Угу. По-моему, я был знаком с вашим, мы встречались один раз с вашим... Золкиным Владимиром. Золкиным, да. Мы встречались, да. Я тоже там был, когда вы общались с военнопленными. Да. Да, была такая тема. Переходим, собственно говоря, к вопросам. Я их не знаю, не читал, поэтому... Интересует период между первой и второй чеченской. То есть, вот как закончилась первая чеченская. Во-первых, как она закончилась, что обещали, что реально сделали. Нужно было соглашаться или нет на прекращение огня в первой чеченской, или не нужно было. В этом же случае, тут продолжение дальше. Чего ждать Украине, исходя из опыта ичкерийцев? Смотрите, вопросы здесь, в них нету хронологии, в них они разбросаны. В этом есть, это разные люди, пишут по-разному. Что их интересует? Да. И Надя отбирала по количеству лайков. Вопросы здесь тоже будут появляться.
Да, спасибо за вопросы, спасибо за то, что у нас появилась возможность в любом случае пообщаться напрямую и отвечать на те вопросы, которые интересуют и ваших подписчиков, и украинцев, и чеченцев, которые наблюдают особенно за вашими программами, за вашим блогом, скажем так. Вот касательно вот этого вопроса. 1996 год мы провели войсковую операцию в городе Грозном, где мы заблокировали более 70 тысяч российских военнослужащих, агрессоров, которые в то время базировались на территории, не только в Грозном, в 3 городах и по территории республики. Но это были часть этих подразделений, которые находились на территории. Для информации скажу так, что начиная с первых дней войны, Первой русско-чеченской войны, на территории Чеченской республики прошло более 500 тысяч воинских подразделений России. Более 500 тысяч в Первую войну. Во Вторую военную кампанию путем дотации прошло 1,5 миллиона российских военнослужащих и Министерства обороны, и Министерства внутренних дел. Это я говорю к тому, чтобы у вас было представление о том, с чем мы имели дело и в каком положении мы оказывались. В нашем случае, 1996 год, когда Совет Безопасности России во главе с Лебедем по поручению Ельцина прибыл в Чеченскую республику с тем, чтобы подписать мирное соглашение или перемирие, как в последующем это выяснилось, это оказалось только перемирием, могли ли мы в тот момент продолжать военные действия? Была ли это ошибкой с нашей стороны? С нашей стороны это не было ошибкой. Мы сознательно пошли, тогдашнее руководство во главе с Залимханом Яндарбиевым и начальник главного штаба Аслан Масхадов, мы сознательно пошли на то, чтобы подписать и заключить мирное соглашение. Прекратить огонь. Прекратить огонь. Да. Самое главное, это в этом же документе было прописано, впервые за все эти наши противостояния, в документе было отражено, что в дальнейшем, до 2000 года, Россия и Чеченская республика установить отношения на основе принципов и норм международного права. Это говорило о международной субъектности. Совершенно верно. Появилась субъектность. Субъектность появилась. Да. Поэтому, естественно, мы пошли на это. А что произошло дальше? И если проводить параллели сегодня с Украиной и с тем, что тогда происходило. Я вам сейчас только что привел количество, против чего мы противостояли. Наша территория... Вся территория Чеченской республики – это 14,5 тысячи квадратных километров. Для аналогии, извините, я вас перебью, это меньше, чем одна Харьковская область. То есть я в наших беседах точно так же привожу примеры. То есть я прошу прощения, давайте немного отклонимся. Кто не знает, есть виртуальный конфликт у меня с представителями Республики Ичкерия. Давайте называть все своими именами. Он есть. На меня выходят, мне там угрожают, мне там что-то рассказывают. И по сути я здесь для того, чтобы прояснить ситуацию, кто за что. И в интервью своих с военнопленными, с чеченцами мы тоже разберемся, как их правильно нужно называть. Чеченцы, ичкерийцы, нохчи. Мы тоже это обсудим. Я не знаю, есть ли эти вопросы, но есть этот конфликт, есть натянутые отношения. И мы, по сути, хотим выяснить многие вещи. В своих беседах я привожу статистику, потому что, к моему разочарованию, да, много подписчиков не знает население Чечни, не знает территорию Чечни. И у них складываются тоже двуякие мнения. Вот почему они не довоевали, почему не произошло. По факту... Республика Ичкерия – это меньше, чем Харьковская область. То есть вы все прекрасно сразу можете себе представить Харьковскую область. И население. Скажите, какое население было состоянием на 96 год? Это по той статистике, которую тогда озвучивали, 14 тысяч квадратных километров, да, и 1 миллион населения. Да. Вот миллион населения. Это со всеми. Дети, женщины, все. Да. Все население. Для аналогии, чтобы вы сразу представляли. Неофициальное число жителей города Киева – это 4 миллиона человек. Коренных 3, плюс приезжие, то есть до полномасштабного. То есть, по факту, вы должны понимать, что в момент, когда состоялась первая чеченская, мужского населения и, мало того, подготовленного населения в Чечне,
Я думаю, что его там было 1100, потому что из миллиона человек дети, старики, женщины, девушки, там больные, всякое такое. И они противостояли по факту Орде, как говорит председатель правительства, от полумиллиона до миллиона человек за первую чеченскую было ротации. То есть коэффициент количества людей и живой силы, он просто в разы. Не говоря уже о технике, вооружениях, этого в сотни раз больше у России и в сотни раз меньше. Это просто подписчикам нужно давать такие комментарии, чтобы все были на одной волне, потому что вы в теме, вы это все понимаете. Я в теме, насколько у меня есть возможность там читать. Да. И вот Надя задавала вопрос, так? Подписчик, кто задает вопрос, могли ли мы, или это была ошибка? Это ник. Ник. Да. Кто бы ни был. В любом случае нас слушают живые люди. Живые люди, имеют да. свои имена. Что было тогда? 94 год, война с Россией и международное сообщество. В первую очередь русских поддержали в этой войне все члены СНГ. Я хочу подчеркнуть, все члены СНГ, включая Украину. Так точно. Все международные институты, все международное сообщество, включая Соединенные Штаты Америки, которые заявили о том, что чеченская проблема – это внутренняя проблема России. То есть, чтобы вы понимали, никто в этом мире нам не помогал. Из Украины, для объективности скажу, были добровольцы. Вначале их было около 50 человек, в последующем их осталось 12 человек, которые с нами прошли до конца. Остальные после первого месяца выехали обратно в Украину. И больше никаких добровольцев ни откуда, ни с Кавказа, ни с Ближнего Востока не было. Никакой помощи и поддержки со стороны международного сообщества мы не имели. И вот когда мы были оставлены один на один с этим монстром, и у нас появилась возможность заключить перемирие, конечно, мы пошли на это. Тем более мы выдержали самое главное. И мы выстояли вот эту позицию международной субъектности, которую Россия была готова признать, что в последующем она и сделала. Но вот теперь, если проводить параллели и аналогии с Украиной, да, сегодня я уверен в том, что... И вот еще главное, почему русские пошли на это перемирие. Потому что они были вынуждены. Или им нужно было ликвидировать все эти 70 тысяч, нанеся какой-то очень мощный ядерный удар, и нас уничтожить, и свои подразделения. На это тогда они не могли пойти, они пошли вот на переговоры и на перемирие. И сегодня, если поводить параллели, пойдет Россия на перемирие с Украиной? Глубоко убежден в том, что они не пойдут на это. И выгодно это или проигрышно это для Украины? Да, к большому сожалению, насколько, как бы это ни звучало жестко или, может быть, грубо, сегодня Украина тоже не должна идти на то перемирие, которое они сегодня предлагают. То есть, вот те условия, которые они сегодня выдвигают, это будет поражение Украины и победа Российской империи. Если империя, которая затеяла, разрушив все возможные нормы и принципы международного права, аннексировала территории, совершила военные преступления на этой территории, массовые убийства. Если эта страна и империя вознаграждается огромными территориями и природными ресурсами, которые находятся на этой территории, то о каком мировом порядке может идти речь? Это значит, определяется позиция, новый формат, существующий формат в международных делах и международной политики, не сила правы, а право силы. Да. Вот. Исходя из этого, я думаю, что украинцы понимают, главное, я думаю, что руководство Украины понимает, и население сегодня как никогда снова консолидировалось вокруг политического и военного руководства Украины, и мы со своей стороны будем продолжать помогать и делать все, что от нас зависит. И я уверен, что мы выстоим, выдержим. И у нас появится возможность привлечь к ответственности тех преступников, которые совершили преступления и в Украине, и в Чечне, и в Молдове, и в Грузии. И здесь, естественно.
Я считаю, что более чем развернутый вопрос. В принципе, с этим мнением я согласен. Мне нельзя комментировать возможное там перемирие, прекращение огня по определенным причинам. Мне это нельзя делать, потому что у меня работает программа, я знаю что-нибудь. Так, дальше. Следующий вопрос от Виталя. Пишет. Среди самих чеченцев есть желание отомстить русским за 2 войны? Когда наступит такой момент? Это вот по-честному скриншоты вопросов. Вот именно, я думаю, в большей степени, вот когда началась вторая, даже начнем с 2014 года, со второго Майдана, когда русские начали войну против Украины, восточные территории, Крым, аннексия Крыма. С этого времени чеченцы, которые находились в Европе, именно прибыли сюда. Во главе тогда был Иса Мунаев, он погиб. Сейчас Муслим Чеберлоевский. Здесь 2 батальона, которые функционировали и находились вместе с ВСУ с 2014 года. Вот это ответ на то, что были чеченцы, есть чеченцы, которые хотят отомстить. И в 22 году, 24 февраля, Россия совершила вновь агрессию против Украины, уже широкомасштабную агрессию. У нас проходило заседание в Брюсселе 24 февраля, посвященное к депортации, 78-й годовщине депортации чеченцев и ингушей. И мы собрались там для того, чтобы провести траурные мероприятия, памятные мероприятия, посвященные вот этой трагедии. И тогда, когда мы услышали, что Россия вторглась в Украину, мы провели заседание Государственного комитета деоккупации, где было принято решение, что мы начнем формировать батальоны из чеченцев, находящихся в Европе, для отправки в Украину с тем, чтобы вместе с украинцами отражать российскую агрессию. И на наш призыв откликнулось очень много чеченцев. И на сегодняшний день у нас несколько подразделений, включая батальон шейха Мансура имени Джахара Дудая, и новые подразделения, и отдельный батальон особого назначения, и другие батальоны, которые находятся здесь. Это те чеченцы, некоторые из них мотивированы какими-то личными своими... Кто-то погиб, кто-то ради мести. Есть те подразделения, которые сегодня являются частью вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Именно здесь мы восстановили и восстанавливаем вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. Здесь на постоянной основе сейчас находится министр обороны, дивизионный генерал Магомед Муталибов. Мы создали структуру Министерства обороны, куда входят вот эти подразделения. Но наши подразделения в Украине имеют двойной статус. Они входят в иностранный легион, и являются подразделениями Министерства обороны вооруженных сил. У них вот такой двойной статус. Для чего это делается? Мы здесь обретаем опыт, новое поколение, пополнение, которое сегодня наравне с украинцами получает боевой опыт ведения современной войны. И сегодня я, когда говорю без преувеличения, сегодня в мире есть 3 армии, которые могут вести войну. Это украинская армия, это Россия, и чеченская армия, которые вместе с украинцами сегодня обретают вот опыт ведения современной войны. Поэтому в будущем я уверен в том, что наши позиции в Украине будут усиливаться. А когда придет этот день, когда, я понимаю, речь идет о том, изменится для того, чтобы изменить формат. Когда наступит такой момент? Этот момент наступил с 2014 года. Он, в принципе, не прекращался. Вы знаете, что официально Россия после 1999 года, когда началась Вторая война, официально они объявили о том, что война закончилась в 2010 году. А на самом деле последние подразделения чеченцев, которые оказывали сопротивление, последняя группа была ликвидирована и убита в 2021 году. То есть вот этот промежуток времени, он не прекращалось, наше сопротивление российским агрессорам. Это было всеобщим, это не было всеобщим, потому что в мировой практике, в мировых войнах мы знаем, страна, когда подпадает под оккупацию, там меняется совершенно многое. Режим меняется. Режим меняется, ситуация меняется, настроение меняется. Методы, формы правления, жизни, все меняется. И в этой ситуации находится определенное количество, в процентном отношении, оно минимальное.
я могу привести примеры 30-е годы Украина, да, или еще раньше возьмем 17-18 год, когда Народная Республика Украины была восстановлена. Какие силы поддерживали? До 30-го года удалось продержаться. 30-е годы украинские патриоты вели войну с 3 государствами. С немцами, с Россией, Советской империей и с Польшей. Но в конечном итоге, в последующем, это сопротивление было подавлено. Вот точно так же чеченское сопротивление тоже было подавлено к 21 году. Но после этого, почему разница сейчас? СССР нет. Той идеологии нет. Мир не расколот на 2 лагеря, капиталистический и социалистический. Да. И сегодня есть разные интересы. И в этой ситуации нам удавалось сохранять и правопреемственность, и правовую основу чеченского государства, которую мы перенесли на Запад. Я оказался здесь, наши члены парламента оказались здесь. Я после ранения был вывезен, потом был назначен представителем Аслана Масхадова в европейских странах. В последующем я был уже следующим президентом назначен министром иностранных дел. В последующем, уже в 2007-2008 году, я был парламентом назначен премьер-министром Чеченской Республики Ичкерия. И мы создали вот эту структуру, которая функционирует по сегодняшний день. Поэтому наша борьба и наше сопротивление с тем, чтобы отстоять свою свободу и независимость, она не прекращалась. А вот когда это войдет в активную фазу с изменением формата существующей власти на территории, оккупированной территории Чеченской Республики, это все во многом будет зависеть от исхода войны Украины и России. Вот почему мы здесь. Я, между прочим, это говорю в своих интервью, что наша победа или наше поражение имеет прямую связь с Республикой Ичкерия. То есть это прямая связь. Как у нас будет здесь, также это, возможно, будет толчком для того, чтобы там что-то произошло. С вашего разрешения следующий вопрос. Мне ответ достаточно понятен. Вопрос по вере. Я, как и говорил, я вопросы не читал. Они идут убивать в Украину. Это же грех убивать по их вере? Или это не такой сильный грех и приравнивается к курению? Имеется в виду те чеченцы, которые идут в составе армии РФ. Это спросил человек с именем Анет, девушка. Я не готов давать религиозную оценку на этот вопрос, но у меня есть ответ, исходя из политической ситуации, которая сложилась сегодня в Чечне, и привести параллели. Я помню в своей молодости афганскую войну, когда Россия развязала войну в Афганистане. Вы знаете, конечно, Афганистан – это мусульманская страна, да? Да. И я знаю, что очень много мусульман, проживающих на территории Советского Союза, не только по призыву шли в армию в Афганистан. Писали заявления, просились и шли туда для выполнения интернационального долга. Нужно понимать, любой народ, любая нация, которая подпадает под оккупацию и подпадает под определенную пропаганду, которая проводится 24 часа с этим населением, везде, 24/7, скажем так. Школа, дом, телевидение, радио, мечети, везде проводится эта работа. В данном случае то, что имеет в виду касаясь чеченцев, или других мусульман с Северного Кавказа, народа Северного Кавказа, я думаю, что для того, чтобы дать заключение вот именно этому, мы подняли вопрос, наше руководство, кстати, с определенными политическими и другими деятелями в Украине, чтобы вот этот Ахмат фонд или Ахмат Сила, вот эта экстремистская религиозная организация, чтобы она была признана террористической, и чтобы против Кадырова был начат процесс создания Международного военного трибунала. Именно вот эта структура на сегодняшний день является главным рекрутером привлечения мусульман и других жителей России
вот на войну Украины. Они это оправдывают. Есть большие контракты, и есть религиозное объяснение. На позиции религиозной основе объясняют, что это не то, что не грех, что это не чуть ли они сразу попадают в рай. А для того, чтобы это изменить, нам нужно разрушить вот эту структуру. А для того, чтобы ее разрушить, эту структуру, самую главную идеологическую базу вот той проблемы, которая существует сегодня, то, что сюда засылают, или сами приходят, или насильно засылают, или же подкупают под контракты, отправляют сюда. Но под это подводится религиозное обоснование, что это священная война. Да, есть такое, есть. И поэтому вот с этим нужно принимать кардинальные меры. Не то, что я там скажу свое мнение или нет. Да, я считаю эту организацию экстремистской, террористической. Я считаю то, что они делают, и те муфти или лжи-имамы, алимы, которые оправдывают, не только оправдывают, призывают для того, чтобы эти люди оказывались здесь, с этим надо что-то делать. И с этим что-то делать. У нас есть предложение, что с этим делать. Мы это начали здесь, мы сейчас этот же вопрос мы перенесли в Европейский Союз, где будет рассматриваться вопрос. Мы пытаемся это делать и через Верховную Раду Украины, и через администрацию президента Украины, и через Европейский Союз. Вот позавчера у нас была встреча здесь с представителями Америки, институт Хадсона, который является главным аналитическим центром, особенно это республиканцы, те, кто сегодня правит, для них это их какая-то очень мощный аналитический центр. Вот мы с ними обсуждали этот вопрос. В принципе, они готовы к тому, чтобы мы реально двигались в этом направлении. Кто не понял, о чем идет речь, главный муфтий в Чечне в 22 году объявил, что это священная война, и призвал практически все население, что те, кто пойдут участвовать в так называемой СВО, сразу попадают в рай. Да, и самое главное, хорошо, что напомню по поводу, в частности, этого муфти. Вот недавно, когда был Путин в Чеченской республике, если вы помните, когда ездил Гудермес, какой-то центр, потом мечеть, он целовал Коран, и этот муфти говорит ему, сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в Коране, как завещал нам наш первый президент Ахмад Кадыров, это защита территориальной целостности Российской империи – это прямая обязанность мусульман. И он рассказывает о том, сколько мечетей они создают. Вот представьте себе, есть 420 населенных пунктов. Они не все функционируют. А на этот момент уже построено на территории Чеченской Республики 1500 мечетей. 1500 мечетей. То есть вот это все настолько поставлено для оболванивания чеченцев, мусульман, не только чеченских мусульман, но и всего Кавказа вот на эту религиозную основу, оболванивания с тем, чтобы их привлечь к этой войне. И это не сейчас началось. Это началось с момента... При Ахмате. При Ахмате. И при Ахмате. Нет, я говорю еще древние. Если муфтияты, вообще кем они учреждены? Указом Екатерины II. Да. Вот как только они начали захватывать мусульманские страны, подпадали под их оккупацию, и была необходимость контролировать их. И издается указ учредить муфтияты с тем, чтобы управлять магометянами. И назначается муфти, и ему зарплата 10 рублей. Это очень большие деньги по тем временам. То есть это еще с тех времен созданы эти муфтияты. Вот наше правительство на сегодняшний день, что мы сделали? Мы упразднили муфтияты. У нас не будет. До тех пор, пока будут существовать муфтияты, эти регионы будут подвержены влиянию России. Потому что эти муфтияты ничего общего с исламом, с религией они не подчиняются имеют. Москве. Они подчиняются, они создавались Россией, они напрямую подчиняются Москве. Поэтому только ликвидация этого института, она может только освободить нас от их влияния на религиозной основе. Я, например, этого не знал, что существует такой институт, как муфтият, где есть прямое подчинение Москве. Да, абсолютно. Я этого не знал. Так, следующий вопрос от Виталия. Сами чеченцы, в отличие от русских, видят отличия между нами, украинцами и кацапами? И русскими, короче.
Конечно, видят. Если бы мы это не видели, мы бы здесь не находились бы. Мы украинцев знаем очень давно. Если последнюю историю, я не говорю уже за Кавказскую войну, современную историю, я считаю, это современная 100 лет, 80 лет назад, 30-е годы, Голодомор Украины, вот с этого времени наши народы соприкасались. Очень много детей, женщин, людей выехало в Чечню. Но. И у нас в каждом населенном пункте есть одна или две коренные, ну, как это сказать, кровные украинцы. Да, они сегодня разговаривают на чеченском языке, они исповедуют ислам, но они украинцы, которые еще в то время перебрались. И поэтому у нас очень четкое понимание того, кто такие украинцы и кто такие кацапы. Как я и говорил, я не знаю вопросы, поэтому вот какой был. На самом деле вопрос скорее несостоятельный, чем состоятельный, но почему-то Надя его решила. Критик. Почему, когда воюют против нас, мы называем рашистов рашистами? И Денис с русского добровольческого корпуса не обижается. Я понимаю, о чем идет речь, потому что он умеет отделять. Да, вопрос на самом деле следующий. Основная претензия ко мне в ходе бесед с чеченцами – это почему я их называю чеченцами. Вот сидит военнопленный, сижу я, телефон записывает, и я обращаюсь к военнопленному как чеченец. Я правильно обращаюсь или неправильно? Абсолютно правильно. Я обращаюсь ко всем, кто сегодня находится на территории республики, как к чеченцам. Я с ними, мы имеем очень серьезное подполье на территории Чеченской республики, на оккупированной части. Мы имеем очень серьезные контакты с другой, с силовой составляющей частью. Это чеченцы. Они сегодня оказались под российской оккупацией, под пропагандой. С ними надо работать как с чеченцами. Есть определенная группа людей, которые находятся в ближайшем окружении Кадырова. У нас сегодня в республике в силовых структурах работают, по нашим данным, более 50 тысяч молодых чеченцев. Ну, я имею в виду разные структуры. Да, я понимаю. Да, я понимаю. Милиция, неведомственная охрана. Все. Да, да. Они все находятся под российскими шевронами. Они носят Россию. Это юридически сегодня она находится под российской юрисдикцией, эта страна. Да. Я этому отношусь очень практично, потому что мы, советские граждане, которые жили под советской оккупацией, мы делали то же самое. Вот то, о чем я вам сейчас привел пример. Чеченцы писали заявление и шли в Афганистан для исполнения интернационального долга. А если говорить, мы проводим параллели. Война, недавняя война, убито более 30% чеченского населения. Это было в то время, когда чеченцы и ингуши потеряли более 50% населения после депортации. Прошло не очень много времени между этим периодом. Но, однако, вот то поколение, несколько поколений, которые выросли под советской пропагандой, включая меня, включая Джохара Дудаева, Аслана Масхадова, это наши герои. Это люди, которые... У нас, когда эти люди шли, вот, допустим, Джохар Дудаев поступал в академию или в военное училище летное, у нас сопротивление в горах еще не закончилось. Под руководством Хасухи Магомадова продолжалось антисоветское сопротивление. Но эти люди не пошли в горы к нашим сопротивленцам. Эти люди структурировались вот в ту систему, которая существовала тогда, так же, как и украинцы, которые остались живы после проведения огромных работ. Да? А Украина, на самом деле, и в советский период, и в царский период, Украина являлась стержнем Российской империи. Стержнем, почему они ухватились за Украину, почему им во что бы то ни стало нужно вернуть Украину. Теперь, возвращаясь снова к нашему вопросу, да, это чеченцы, такие же чеченцы, вот люди, которые находились за пределами республики, в Турции, в Иордании, я имею в виду чеченцы, наблюдали за нами, за чеченцами, которые живут в советской системе. Они считали, что мы перестали быть чеченцами, что мы перестали быть мусульманами, что мы стали русскими, что настолько российское влияние, что прошел этап русификации чеченцев, ассимиляция прошла.
Однако, как только поменялась ситуация в Москве, в Кремле, кто возглавил первое национальное освободительное движение? Генерал стратегической авиации, дивизии ядерной, это самой стратегической авиации, генерал советской системы армии Джохар Дудаев стал первым президентом. Он стал первым верховным главнокомандующим чеченской армии. Он подписал указ 1 ноября о том, что будет следовать исполнению воли народа, который на Конгрессе выразил за свободу и независимость. То есть это лидер и национальный лидер, человек, который служил верой и правдой, дослужился до генерала. Это первый генерал был, советский генерал, первый чеченец. До него генеральское звание вообще чеченцам не давали из-за того, что считали нас народом-предателем в советской системе. Это первый человек, который получил звание генерала. Поэтому то, что сегодня происходит, и то, что происходит в Чечне, да, я очень сожалею, что эти чеченцы оказываются здесь. Мы это не приветствуем. Но мы, зная систему, которая сложилась там, вот, кстати, и с вашим руководством, и то, что вы делаете, мы делаем работу с тем, чтобы, если они оказались здесь, чтобы они не геройствовали, и с тем, чтобы они по возможности начали переходить. Где-то это работает, может, не так это работает, как нам хотелось бы, но это работает. И поэтому то, что они чеченцы, мы от этого никуда не денемся. Я говорю, они чеченцы. Да, они сегодня сотрудничают с российскими оккупантами. Да, они сегодня являются коллаборантами. Но по национальному признаку они чеченцы. Да, здесь есть чеченцы-герои, которые стоят за свободу и независимость Украины. Они не пошли на сотрудничество, потому что у них реально была возможность оттуда выйти и оказаться здесь. А те, которые оказались под российской оккупацией, они вынуждены взаимодействовать и сотрудничать. Поэтому мы к этому относимся с пониманием. Но мы знаем, опять-таки, по аналогии, которую я только что привел, мы потрясли весь мир в 90-е годы, когда мы восстали и объявили и восстановили наше государство. Именно тех, кого турецкие чеченцы и иорданские чеченцы списали на русских, считали нас не мусульманами и не чеченцами. Однако это мы выиграли первую русско-чеченскую войну. Мы стояли там, и мы противостояли, и мы их победили. Да. Итого, подбиваем итог, потому что это была, по сути, топ-1 предъява, почему я их называю чеченцами, а не кадыровцами. Получили, я считаю, логичный вопрос, который критик задал. Это мне все задавали, это обсуждали в принципе все, что нету такой нации, как кадыровец. Есть чеченец, который чеченец. И в этом месте точно так же, чтобы вы не думали, что я какой-то там кривой и не понимающий. Я прекрасно понимаю, что в армии РФ есть украинцы, которые воюют против нас. Как говорит председатель, они оказались под оккупацией, их или заставили, или финансы, или там вынудили, или пропаганда, и они взяли оружие и попадают в плен. Так называемые ДНРовцы и ЛНРовцы, там, крымчане. От этого никуда не деться, это факт. Но предъява, которая выдвигалась лично мне о том, что я их называю чеченцы, несостоятельна. И мы получили официальное мнение. Не, абсолютно несостоятельно. Это чеченцы, с которыми мы работаем, будем работать. Мы будем и вместе с ними тоже восстанавливать наше государство и деоккупировать нашу страну. Есть кадыровцы, которые подлежат ответу, будут призваны к ответу за те злодеяния, которые они совершают. Просто это разные вещи. Не видно, хто написав або скріншот. Скільки відсотків населення вимушено втекли з Ічкерії після приходу клана Кадирова до влади? Розумієте, или перекласти? Ну, что... Сколько процентов населения принудительно... Я понял, да. Поддерживают клан Кадырова. Нет, уехали. Да, на сегодняшний день я могу сказать, 700 тысяч чеченцев, которые покинули территорию России, территорию Чеченской Республики. Часть них находится на территории России. 400 тысяч, по нашим подсчетам, находятся только в Европейском Союзе, остальные по всему миру.
Это произошло в период после Первой чеченской войны и уже когда началась Вторая чеченская. Да, в процентном соотношении, если речь идет о 400 тысячах, то мы говорим о том, что приблизительно 40%. Да. Если, сейчас другой момент. Мы вначале с вами говорили о статистике, да? Да. Это была советская статистика. По нашим данным, на сегодняшний день в мире, вообще по всему миру, 2,5 миллиона чеченцев. Понял. 2,5 мільйона чеченців. Вторая часть вопроса. Чи мають старшины в Ичкерии хоть якийсь вплив? Сразу на русский перевожу. Имеют ли старшины в Ичкерии хоть какое-то влияние? Или кадыровцы всех уже зажали так, что система старшинства не работает? Да, институт старейшин. Я перевожу. Да. Он всегда имел очень мощный авторитет. Конечно, сегодня этот институт подавлен, точно так же, как и другие социальные институты в чеченском обществе, они переподчинены существующему оккупационному режиму. Но у нас есть совет старейшин, свободных чеченцев, которые функционируют в Европе. И он имеет определенный авторитет в чеченском обществе. Но он находится в Европе. Да, понятно. Меня интересует вопрос про тейпы, но пока не задаю по причине того, что, возможно, кто-то из подписочников сказал. Вопрос от человека. Все скриншоты будут на экране. Интересно, преподают ли у них в школах, университетах на русском, как основном? Учат ли свой родной язык? Если да, то как первый или как второй? Преподают ли им историю Чечни? Что люди знают об истории родного края? Наверное, на войну люди с образованием не попадают, и ответить он не сможет. Я про себя. Попадают по разным причинам, независимо от образования, это не связанная вещь. Да, меня это интересует. Сейчас в Чечне на каком языке идет преподавание? Русский язык. Русский язык, он как основной? Он как основной язык, русский язык. У нас в 92 году был подписан указ о введении в чеченскую графику латинскую версию. Вы знаете, с момента подпадания нас под российскую оккупацию нашу грамматику меняли трижды. Латынь, арабская версия была, латинская, кириллица, латинская, и теперь снова сейчас снова кириллица. То есть это делалось специально для того, чтобы уничтожить язык. Уничтожив язык, уничтожаешь этнос. Это я прекрасно понимаю. И поэтому сегодня, безусловно, все программы, учебные программы, правительственные, все ведется на русском языке. И это большая угроза для нас. И меня беспокоит больше вот этот момент, чем даже сам факт оккупации. Я уверен в том, что мы деоккупируем нашу страну. Но нам после этого придется очень много времени потратить на то, чтобы возвращать выросшие несколько поколений истокам чеченского. То есть все документы в Чечне... Все делается на русском языке. Да. Чеченский изучается просто как дополнительный язык. Сейчас, если в советское время это еще какой-то 2 часа было в сельских школах, 2 часа, а сейчас, по-моему, даже этого нет. То есть язык передается... Язык, просто передается из уста в уста, а не поэтому. Но есть, что радует, в Чечне я наблюдал за ними, есть люди, ребята, девушки и молодые ребята, которые в совершенстве владеют чеченским языком, глубоким чеченским языком. Вот они пусть на добровольном таком, на частном порядке они работают, да, но они есть. И поэтому вот это есть та база, на которой можно будет в последующем нам это вернуть и возвратить и возродить. Я этого не знал, мне это был тоже интересный вопрос. От себя скажу, что РФ целенаправленно с языками поступает, в принципе, со всеми народностями, начиная от бурятов. То есть их цель – это искоренение родного языка и чтобы все говорили на русском. И это вы знаете по всем интервью, которые я брал, если в кадре был представитель малых народов, они даже на своем языке не то что писать не могут, они там знают 3 слова, 4 слова. Это есть проблема, это одна из политик. Смешивание, отбора уникальности, идентичности, это все понятно. С вашего разрешения следующий вопрос.
Георгий Афанасьяди. Непонятно. Хотелось бы узнать поподробнее о том, сколько и какие кланы существуют в Чечне. Кланы имеются в виду тейпы, кто не знает. Какие из них сторонники Кадырова, а какие противники? Остались ли вообще кланы, хоть немного противостоящие кадыровцам на территории РФ и за пределами? Или уже все зачищено полностью? Дело в том, что это из области российской пропаганды. В Чеченской республике и в Чечне после Кавказской войны нету вообще клановой системы и кланов. Тейпы и кланы – это разные вещи. Что такое тейп? Это интересно, потому что там не знают люди. Тейпы – это вот у нас там 100 с лишним тейпов и 9 тукмов. Тукма – это куда входят тейпы, определенные тейпы. Тукма – это больше. Больше, да. Это 9, вот вы видите на нашем гербе 9 этих знаков, 9-конечных. Да? Угу. Это вот 9 тукмов, куда входят все тейпы. И поэтому, когда сегодня говорят кадыровский клан, биноевский клан, абсолютно не соответствует действительности. У нас очень много людей-биноевцев, которые погибли, отражая российскую агрессию, которые сегодня находятся на нашей стороне. Они из тейпа Бено, но они не признают ни Кадырова, ни того, что он делает. Или Чинхо тейп есть то же самое. Я сам по тейпу Чинхо. Есть те, которые сегодня служат русским. Да? Угу. Они из тейпа Чинхо. То есть вот грань между тейповыми решениями, вот оно стерто очень давно, потому что у нас в одном населенном пункте проживает, вот на одной улице проживает десятки разных тейпов. Это имело значение, когда эти кланы сосредотачивались вот в горной части, когда вот есть Чинхой-Лам, просто чтобы Чинхой-Лам – это гора. Угу. Вот мы сосредотачивались вокруг этого Чинхлам. Вот это был клан в тот период. Угу. Тогда мы свои отношения выясняли с другими. Зумслам или другой там, Эрлой, другие. Мы выясняли отношения. Вот это тогда было, это в древности. Грубо говоря, племя. Племенные, Да. вот, кланово-племенные вот эти были тогда. Да, это была одна нация, ну вот они были разбросаны и жили вот в этой ситуации. Этого давно уже нет, несколько столетий. Но российская пропаганда все время, даже к сегодняшнему дню, она постоянно представляет чеченцев как ущербную нацию, подчеркивая несостоятельность чеченцев, что они живут по каким-то племенным законам, клановым законам, что они далеки от существующих принципов и норм, чтобы интегрироваться в международное сообщество полноправными членами. Вот это из области российской пропаганды. Кстати, я такого бы не додумался, что это пропаганда РФ используют для того, чтобы понизить уровень, понизить там, определенные вещи. Сергей, добрый вечер. Спросите об истории образования государства Ичкерия и как за такой короткий период люди, которые были горды и имели высокие моральные принципы, превратились в рабов Кадырмена. Читаю как есть. Ничего страшного. Человек имеет право думать так. Восстановление чеченской государственности. Первый раз государство было восстановлено после распада Российской империи. 17-18 год. Конфедерация народов Кавказа, куда входила и Чечня, и Ингушетия, и несколько других. Дагестан, несколько других государств, национальностей. А это государство просуществовало ровно 3 года. После этого оно было разрушено. Уже когда большевики победили, и они начали вести уже свою политику, государство было уничтожено, правительство эмигрировало за рубеж. И они на основе вот этой Горской республики создали Советскую Горскую республику. Просто продублировали с тем, чтобы уничтожить своего предшественника независимого государства, которое было признано Турцией, по-моему, Австро-Венгрией и Украиной. Кстати, с Украиной было подготовлено соглашение у этого национального государственного образования с Народной Республикой Украины. Соглашение, кстати, я вам потом дам этот документ, где изложены позиции, основные пункты и позиции о взаимодействии Народной Республики Украины и Горской Республики, то есть Конфедерации народов Кавказа. Если мне дадут, где-то здесь он появится, нажмете на паузу, посмотрите. Так, значит, второй этап. Второй раз чеченское государство было восстановлено после распада Советской империи. В 90-е годы, когда
Верховный Совет СССР начал принимать законы и уравнял Чечено-Ингушскую автономную республику, уравнял с союзными. Статус автономной республики был изменен и уравнян со статусом союзных республик. И мы наравне с Украиной, с Белоруссией и с другими субъектами СССР, Чечено-Ингушская республика готовилась к подписанию нового Огаревского договора, нового союзного договора 91 год, 91 год, август, 19 августа, ГКЧП. Ну, по истории вы знаете, это ГКЧП произошло. Да. Это, вот это разрушило, да? И после этого, когда мы уже провели в 91 году выборы, избрали руководителем Джохара Дудаева, и с этого времени считается, 1 ноября 1991 года считается восстановление чеченской государственности. 3 года с нами Россия вела подготовительную работу для совершения агрессии. В 1994 они совершили агрессию. В 1996 году мы их подписали, мы их вынудили уйти. В 1997 году был подписан договор о мире. Кстати, это очень полезно будет знать и украинцам. Договор о мире о том, что Чеченская республика Ичкерия и Российская Федерация, кстати, этот документ тоже я вам передам, где было прописано высокие договаривающиеся стороны обязуются в дальнейшем строить свои взаимоотношения на общепризнанных принципах и нормах международного права. Президент Российской Федерации Ельцин, президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов. Но несмотря на это, в 1999 году Россия совершила очередную агрессию. И теперь по поводу рабства. Вот этот же пример, о котором я вам сейчас привел, нас зачислили в коммунисты и в коммунистов, комсомольцев, и нас называли с тем, что мы отступили от основных чеченских традиций и принципов. Страна, народ, который подпадает под оккупацию. И то, что называете рабами кадыровцев, да, мы в ближайшее время, когда Россия перестанет существовать в том формате, в котором она находится, и почему сегодня ситуация умиротворения чеченцев оккупационным режимом, это не просто умиротворение, это инстинкт самосохранения нации. Потому что мы, продолжая войну против России, в отличие от украинцев, мы были оставлены 1 на 1. Если бы даже 1 на 1 оставлены, это полбеды. Весь мир занял сторону России в этом конфликте. И нас просто физически начали уничтожать. Вы знаете, 300 тысяч населения – это та статистика, которую сами русские признают. 300 тысяч. Вы знаете, какая война идет сегодня в Украине, да? 42 тысячи из них дети. И в этой ситуации продолжать борьбу, военную борьбу, вот, зная, что просто эта война на уничтожение, конечно, мы не могли это делать. И сегодня, если речь идет об открытии второго фронта или о том, чтобы чеченцы сегодня снова восстали и объявили войну России, для этого должны быть соответствующие предпосылки, над которыми мы сегодня работаем. Ресурсы. Ресурсы. Но я никогда не соглашусь на то, чтобы снова наш народ подвергнуть вот этому ужасному геноциду, убийству моего народа, чеченского народа. Поэтому пусть кто как хочет называет и считает, рабы чеченцы, не рабы, это время покажет. Как только на сегодняшний день, несмотря на все, что происходит, вы знаете, сколько сил и средств сосредоточено вокруг Чечни и на Кавказе, с тем, чтобы не было пожара. Не было пожара, да. И каждый день, просто каждый день Путин выделяет более миллиарда рублей на Чечню. Более миллиарда рублей. Да, сегодня этот вопрос очень актуален, когда чеченцы или мы откроем второй фронт. Для этого все предпосылки есть. В политическом отношении мы все подготовили.
Вот сегодня речь идет о выделении 850 миллиардов долларов на укрепление обороны Европы и поддержку Украины. Выделите 10% из этих средств на то, чтобы мы освободили Кавказ. И я уверен, что мы это сможем сделать, если будет желание и политическая воля Европы, которая сегодня понимает реальную угрозу, которая исходит от Российской империи. А освобождение Кавказа от Российской империи – это значит децентрализация Российской империи. Если буферная зона между Украиной и Россией, если даже она останется после освобождения Кавказа, становится Кавказ, все. И самое главное, отделение Украины и отделение от Кавказа и Кавказа от России, это значит, что это уже не империя. И те, кто придут на смену существующему преступному режиму, должны будут признать этот факт как данность. Потому что если они будут продолжать, как они сегодня продолжают в Берлине, говорить, Россию надо сохранить во что бы то ни стало, сменить режим и сохранить Россию. Это те же империалисты. Это те же путинцы, только они, как говорится, те же яйца, только вид сбоку, да? Абсолютно одно и то же. Поэтому, а те, которые, если появятся нормальные люди, которые понимают и будут убеждать мир, Европу, Украину, все, мы не империя, для них самое безболезненное отречение от имперских амбиций – это освобождение Кавказа и Украины. Я уверен, что мы к этому и придем со временем. От себя хочу добавить и прокомментировать, кто не понял. То, что происходит сейчас у нас, полномасштабное вторжение, мы живем, по сути, в 21 веке, в эру телефонов, смартфонов и видео. Когда была первая чеченская, в 90-х годах слово «интернет» не знал, наверное, никто. И то, что происходило там, по большому счету получали только из синего там экранчика в виде телевизора и только те новости в том формате, в котором преподносились, плюс газеты. Поэтому вот как РФ тогда преподносила войну, что воюем с боевиками, там туда-сюда, так это в принципе все и воспринимали. Хавали, да. И мировое сообщество точно так же. То есть, если кто-то думает, что я не понимаю, что происходило или что происходит, или я там передергиваю фактами какими-то, ну, вы просто не понимаете, что люди умеют думать. То, что я там бываю где-то у военных и могу снять и через 1 минуту опубликовать то, что увидел, тогда этого сделать было невозможно. Кто не знает, откройте глобус, найдите Чечню, посмотрите соседей, посмотрите, как это могло там освещаться, под каким руслом преподноситься информация, потому что мы знаем, что, как говорил товарищ Геббельс, дайте мне возможность нести информацию, и я сделаю все, что хотите. Поэтому, и да, чеченцы, которые мне пишут о том, что украинцы воевали на стороне СССР, РФ в чеченской войне, я это знаю, я не могу этот факт отрицать, но надо быть там полноценным, чтобы отрицать это. И мы точно так же слышали от председателя про письма, про рапорта исполнять интернациональный долг. Поэтому это правда. То, что я услышал, мне было интересно, я не могу с этим там не согласиться. Следующий вопрос. Так, это історія. Чи пам'ятають вони, хто допомагав їм у війні з катарами? Чи не стидно їм? Еще раз, отвечать не надо, вы уже отвечали. Статистику, которую привели о том, что со стороны Украины было, по сути, полроты, 50 человек, а осталось 12 человек, я это тоже знаю. Поэтому я никогда в диалогах не кичился и не предъявлял, что со стороны Украины там воевало 45 бригад полноценно. Не было этого. И не надо вспоминать там Сашку Белого, правильно же я говорю? Ну, вспоминать надо, но... то есть... Да, но сейчас упрекать этим... Упрекать и кичиться нельзя. Мы не можем это использовать. Не было, вот это пишет пользователь ТС. И ответ уже был. Кто из бывших лидеров сопротивления воюет против РФ? Это Роман Романенко.
Кто из детей бывших лидеров сопротивления воюет против РФ? Так. Из бывших у нас никого нет. Из настоящих, которые сегодня продолжают сопротивление... Да, слово «бывших» тут, по-моему, неуместно. Я не знаю, это вопрос, если он адресован ко мне. Мой сын здесь находится с марта или с апреля месяца 22 года. Шамиль, да. Это вы знаете. Да. Я думаю, это, может, не стоит включать. Вопрос, даже я его... Абсолютно не... Так, просто это получится, что я сейчас каким-то образом выпячиваю. Да, вопрос несостоятельный. Даже я... Урежем, да? Мы не вырезаем. Оно так и будет. Ничего страшного. Я сам признаю, что вопрос не актуален. Смотрите, я вменяемый. Этот вопрос перед тем, как задать в этот адрес, нужно задать, кто из наших современных детей на фронте. Депутатов, министров, каких-то наших топов, випов. Ответим вначале на этот вопрос, потом мы сможем задавать его сюда. Я думаю, это... То есть у меня все просто. Я белое называю белым, черное называю черным. То есть Так, вопрос на украинском, пользователь с ником 3 точки. Я на русском читаю. Как вы оцениваете решение Верховной Рады 22 года про признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией? Это вплинуло чи це на международную підтримку вашей борьбы? Повлияло ли это на международную поддержку? Я могу ответить на первую часть. Смотрите, задавать первую часть вопроса, как вы оцениваете решение? Я думаю, что ответ положительно. Да. Что признали, приняли, подтвердили, что под оккупацией. Это понятно. Вторая часть вопроса мне тоже действительно. Дало ли это какие-то аргументы или козыри на международной арене, либо в других парламентах, либо в каких-то других организациях, то, что мы признали? Дело в том, что как раз-таки по первой части, что важно, постановление о том, что территория находится под российской оккупацией временно, это очень положительный, очень хороший момент. Нужно сделать следующие шаги для того, чтобы оно имело развитие и в других национальных парламентах. Что это такое? Это нужно признать чеченский паспорт. Сегодня чеченцы находятся здесь. Они воюют на стороне вооруженных сил Украины. Статус у них вообще, они являются членами легиона, и да, наш внутренний статус у них есть. Но их документы, эти молодые люди, они не виноваты в том, что они родились на территории, которая была оккупирована Российской империей. И у них гражданство в тех документах, которых у них были, написано РФ, да? И это, как красное на быка, действует здесь во всех институтах. А чтобы решить проблемы чеченцев, у нас есть свои паспорта, ичкерийские паспорта. Нужно, чтобы Рада, офис президента или правительство, чтобы признали эти документы. Если будут признаны эти документы, во-первых, у нас увеличится контингент желающих продолжать борьбу на стороне украинцев. Здесь война еще не закончилась. Мы стоим только... Мы знаем, о чем идет речь. Да? Поэтому нужно делать дополнительные шаги для того, чтобы принятое постановление 18 октября 2022 года, чтобы оно имело развитие, оно должно получить развитие здесь, в этой стране, где эти шаги предприняты. И когда мы выходим на другие национальные парламенты, там же тоже сидят и понимают люди, что это только нужно сказать Б, В, Г, и дальше уже двигаться это. Логичный вопрос от себя. Что говорят наша Верховная Рада, офис президента? Пока они не решают эти вопросы, и мы продолжаем, и будем продолжать. То есть вы обращаетесь? Мы обращаемся, пока мы не получаем решения этих вопросов. Процесс какой-то идет, но скорее не идет. Настолько затягивается этот процесс. А люди и проблемы у наших людей, они каждый день.
у тех, кто находится здесь и воюет вместе с вашими ребятами в ВСУ на поле боя, у них есть ежедневные проблемы, связанные с их документацией, с миграционной службой, семьями. Семьи находятся в Европе. Допустим, мы когда принимали решение, что каждые 3 месяца семьи могут приезжать сюда. А ввиду того, что эти семьи, сегодня находящиеся в Европе, не имеют национальных гражданств, вот, то есть не европейских, у них паспорты там есть, или даже в том travel документе у них указано, что они выходцы из Российской Федерации. Вот и смотрите, получается, Украинская Рада говорит о том, что наша территория находится под российской оккупацией, а миграционная служба, которая рассматривает чеченский вопрос, не признает этот факт и считает их опять-таки гражданами России, Российской Федерации, и поэтому не решается проблема. Это вопросы и вещи, которые нужно решать. И нужно обсуждать, нужно принимать по ним конкретные меры. И вот в связи с этим мы и работаем сегодня. Понял. Я знаю, что меня смотрят люди из Верховной Рады, из офиса смотрят, с некоторыми я общаюсь. Сдвиньте вопрос. На самом деле это несложная процедура. У вас достаточно людей, которые могут разработать законопроекты какие-то. Я не знаю, как эта процедура. Я думаю, что она известна, понятна. И нужно кому-то написать какой-то документ, проголосовать, и оно сдвинется. Это есть проблема. Потому что я знаю, что такое, назовем это так, порешать въезд человеку, у которого паспорт с 2 курицами в Украину. Сколько нужно? Или просто даже с 2 буквами. У нее есть документ, просто что? Там просто это travel документ, там все. Ну там написано национальность РФ. Да. Ни герба, ничего нет. Все этого достаточно для пограничников, для миграционной службы, для всех других институтов. Знаю, что это большая проблема для таких людей попасть к нам сюда. Поэтому найдите время, чем там, говорит, улицы переименовывать. У меня же как бы все просто. Я же не... Да, и все, кто говорят, что я работаю на там, офис президента и получаю деньги, у меня один вопрос к этим всем. Где мои деньги? Потому что что-то не чувствуется. Так, следующий вопрос. Які країни чи організації, на вашу думку, можуть стати ключовими союзниками у просуванні ідеї незалежності Ічкерії в Україні? Ну, отвечу я, чтобы не тратить ваше время. Мы про это говорили. Да. Должна быть пошаговость. То есть, если мы в 2022 году проголосовали, нам нужно дозакрыть этот вопрос, и тогда у председателя Ичкерийской республики появится возможность идти в другие парламенты, в другие государства и говорить, что вот смотрите, мы уже с ними работаем, они нас признают, давайте теперь вы. И стать полноценным субъектом международного права на большой там арене. Ну, в любом случае, я абсолютный оптимист в этих вопросах. Это со временем будет. Но желательно, чтобы это произошло сейчас, потому что это поможет нам победить Россию и русских во всех отношениях. Это политически, идеологически, во всех и в военном отношении усиливает наши позиции и в Украине, и в международном сообществе. Як оцінюється нинішній стан режиму Рамзана Кадирова? Чи є ознаки послаблення його влади в умовах війни Росії проти України? Дело в том, что я рассматриваю, даже вообще, мое твердое убеждение в том, что мы слишком большое внимание уделяли этому субъекту Кадырову, возвеличивая его роль и в войне в Украине, и с тем, что происходит. Это ноль. Кадыров – это ноль. Он не решает ничего. Вот кроме его дурацких заявлений, которые он делает и пытается потянуть на себя, привлечь к себе и к своей фигуре, к себе внимание, что у него очень здорово получается. Потому что вся благосфера и украинская, и другие только рассуждают: Кадыров сказал, Кадыров сделал, Кадыров никто. Завтра вместо Кадырова может быть кто угодно. Это руководитель оккупационного режима. Да, вот есть харизма, есть тупость, на которой ключ... Харизмы нет, есть тупость. Ну, я имею в виду, вот именно тупая харизма, да, вот особенно если его сейчас, последние дни, годы, если его кто-то видел, да, зачем его вообще комментировать? Я, когда говорю о том, что после изменения формата власти России, чтобы изменить существующий режим в Чечне, нам понадобится 3 дня. Вот это показатель того, что
и какое влияние имеет или какую роль играет Кадыров. Мы же наблюдали процессы в Сирии, да? Что там происходит? Да, образцово показатель. Это, в принципе, наш сценарий. Я об этом говорил 3 года назад. Мы работаем в этом ключе. И поэтому вот эти чеченцы, которые попадают сюда или сегодня находятся под российской оккупацией, это та сила, которая станет на нашу сторону, как только ситуация изменится. Как это было в наше время, в советское время, когда изменился формат власти в России, и как произошло восстановление нашего государства. Если мы тогда произошла декоммунизация Чеченской Республики, то сегодня депутинизация и декадеризация произойдет намного безболезненнее и проще, чем это было тогда. Добавлю от себя. Есть еще там Лапти Аладдина, уже генерал-лейтенант. Ну, то есть, все правильно говорится, что мы сами из них делаем каких-то там непонятных идолов. Для меня Кадыров это 0. Человек, который не может связать 2 слова в один какой-то логический там ряд, в предложение там сложное, ну, как бы, понятно. Ну, и Лапти Аладдина все известны. Так, яке ставлення чеченського до участі кадирівських підрозділів у війні України? Чи впливає це на настрій всередині Чечні? Повтори. Какое отношение чеченского народа про участие кадыровских подразделений в войне Украины и влияет ли это на настроение внутри? Конечно, влияет. Это по самое сути... главное. Сейчас я понял вопрос. Да. Дело в том, что вся идеология Кадырова, старшего и младшего, она строилась на том, что они спасают чеченцев, чеченскую молодежь от России, чтобы не было войны. Надо все равно, если будет продолжаться война, Россия будет уничтожать чеченский генофонд. И они строили свое, что они спасатели чеченцев, так как они пошли на услужение Путину и тем самым остановили войну и масштабное сопротивление и спасли чеченцев. Вот это был их стержень пропаганды. Да. Но как только началась война в Украине, и когда Кадыров начал отправлять насильно, там, под предлогом, под этим самым сюда, все, вот эта конструкция разрушилась вот тогда. Вот то, о чем я с вами говорил в начале нашего разговора с тобой, помнишь, по созданию военного трибунала и разрушению вот этого института муфтията и Ахмад Силы. Вот они потом переключились на религиозную основу, они перевели это. Поэтому, да, в обществе это воспринимается очень негативно. И на самом деле, когда мы говорим, что 90% чеченского населения поддерживает сегодня нас, я имею в виду не себя лично, но и меня, потому что я сегодня стою во главе этого движения. Население нас поддерживает. Именно основу вот их поддержки на нашу сторону, нашу пользу повлияла и война в Украине. И то, что, во-первых, мы отсюда начали более открыто уже говорить и заявлять о себе, как и политическая, и реальная военная сила, тем самым давая надежду чеченцам, которые находятся под оккупацией. И второй вариант, то, что Кадыров и Путин начали отправлять этих людей сюда на явную погибель. Естественно, это не приветствуется чеченцами. От себя вопрос. Есть ли у вас статистика, сколько чеченцев погибло с начала полномасштабной? С 2014 года у нас есть где-то 60-65. Не только сейчас. 60. А вот последние, 60 с лишним человек погибли. Но самые большие потери, я исхожу из только тех данных, которые у меня точно есть. Угу. Вот когда разгромили первые дни, когда шло, вот они Киевская область. Киевской области, по-моему, было продвижение, вот они на легкой бронетехнике двигались и уже нанесли мощный удар, вот там были очень серьезные потери, которые они начали скрывать. Но это были на самом деле не то, что чеченцы, вот это то было очень ближайшее окружение самого Кадырова. Угу, да, вот это и были те кадыровцы. Так. Чи бачите ви реальні можливості для деокупації Ічкерії в найближчому майбутньому, враховуючи ослаблення
Яку роль цивільного діаспора? Яку роль у цьому процесі може відіграти чеченська діаспора та добровольці, які воюють на боці України? Ответи на ці два вопроса були раніше в бесіді. Так, ми вже говорили. Як ви ставитесь до російської ліберальної опозиції? Чи можлива співпраця з ними у боротьбі проти кремлівського режиму? Нету никакой российской либеральной оппозиции. Ее нету просто. Есть путинцы, которые выражаются и говорят о необходимости. Есть люди, которые выступают против Путина, но за сохранение Российской империи. Да. И поэтому я их не рассматриваю как оппозицию. Согласен полностью. Оппозиции нету вообще. Есть некоторые, которым дали говорить чуть-чуть больше, и они выглядят на фоне всех остальных, которые бездумно кивают головой, просто как оппозиционеры. Поэтому, чи вважаєте ви, що розпад Російської Федерації є реалістичним сценарієм, і як це може вплинути на Ічкерію та Україну? Абсолютно. Мы говорили уже, тратить время не надо. Які головні виклики, крім Росії та її ставленників, стоять перед чеченським народом? Та що з цим робити? Говорили, я могу сделать вывод, это нужна помощь в легализации, юридической легализации Республики Ичкерия на международном рынке. Не рынке, а в принципе на международной арене. Да. И тогда все будет намного живее. Не думаю, что... В любом случае, вопрос нашей независимости и восстановления и деоккупации зависит на все 100% от ситуации Украины. Как бы признают нас, не признают нас, как только завершится война с разгромом Российской империи, российской армии на территории Украины, это и есть и деоккупация, и восстановление чеченского государства. Так, наверное, сложный вопрос, но мне, возможно, интересно тоже. Які економічні та соціальні реформи ви вважаєте пріоритетними для відбудови Ічкерії після десятиліть російського панування? Давайте так. Вопрос интересный. 3 шага, 3 реформы, 3 закона, которые в случае деоккупации правительство Ичкерии должно... Давайте я сейчас просто скажу одним словом это, да, не 3 этапа. Я не могу сейчас, я не буду раскрывать сейчас наши команды. У нас работает министерство, у нас работает, мы учредили фонд по восстановлению и возрождению чеченского государства, и там изложены все аспекты первостепенных шагов, которые мы должны взять по экономическим реформам. Сегодня, находясь здесь, мы сегодня не обременены социальными вопросами, наше правительство. Мы не обременены ни зарплатами, ни налогами, ни пенсиями. Мы сейчас занимаемся именно тем, что мы закладываем основу будущего чеченского государства. Мы привлекаем специалистов, очень серьезных экономистов, специалистов, которые разрабатывают программы, которые в последующем мы будем вносить и внедрять в чеченскую экономику. И поэтому относительно наших экономических возможностей Чеченская республика Ичкерия абсолютно самодостаточный регион. Вся таблица Менделеева природных ресурсов находится на этой небольшой части территории, но они там есть. И поэтому русские, если бы они были, или они точно не знали бы, что мы можем просуществовать самостоятельно, они бы давно от нас избавились бы. Но избавиться или отпустить нас, это значит предотвращало их планом восстановления Российской империи. Война, начатая в 1994 году в Чечне, была начата для того, чтобы заполучить Украину. 1994 год, октябрь месяц, подписывается 4 декабря, по-моему, подписан меморандум о отказе Украины от ядерного арсенала. 11 декабря 1994 году начинается первая российская война в Чечне, агрессия. И поэтому вот то, что мы сегодня разрабатываем, и фонд, и наш институт, и наше Министерство экономики и финансов, мы работаем над этим. И у меня есть 100% уверенность, что мы справимся с этими проблемами буквально в течение 5 лет. Но для того, чтобы мы с этим справились, необходимо заручиться международным протекторатом. Вот об этом я могу сказать. Понял. Что такое международный протекторат? Это несколько стран,
которые будут готовы помогать нам в укреплении нашего государства. И одним из этих государств будет являться Украина. Я абсолютно в этом, потому что это будет в интересах Украины. Создание чеченского государства или же создание, восстановление вот этой конфедерации на Кавказе, это будет в первую очередь в интересах и Соединенных Штатов Америки, и Европы, и Украины. Очень популярный, ну, то есть хороший ответ, мне нравится, логичный. Эти наработки, они где-то есть в доступе в интернете? Можно их Нет. Мы это... Логично. По сути, если где-то публиковать, это раскрывать карты. Да. Так, Роман Левченко. Пленный рассказывал, как чеченцы продались клану Кадырова за гречку, сахар, мясо. Знаете ли вы про такой период подкупа жителей и ваше отношение к этому? Я могу вам рассказать, откуда о чем это. идет, да, речь. Да. Был военнопленный, точнее, да, военнопленный, который гражданин РФ, родился в Чечне, рос и жил в Чечне, и, по сути, прошел Первую Чеченскую войну, и он там начал рассказывать о том, что, ну как прошел, он был тогда еще там несовершеннолетним, грубо говоря, только уже там пришел почти к совершеннолетию. И он рассказывал, что когда все уже было там разбомблено, развалено, ездили грузовики и раздавали гуманитарку. И раздавали там сахар, крупы, муку. И говорили, что это Ахмат. Все делает Ахмат, помогает Ахмат. Знаете вы про это? Он рассказывал, что это было повсеместно, не разово, на постоянной основе. Дело в том, что я не соглашусь с этим парнем, который говорил, попал в плен и говорил об этих вещах. Может, он что-то видел. Но я могу привести просто альтернативный пример этому. Вы знаете, до 2000, если ты тогда, я не знаю, ты следил за событиями? Не следил. Или сколько тебе лет тогда было? Мне вообще, тогда был... 2000 год, 2000. До 2004-2005 года сотни тысяч, ты можешь проверить по интернету, сотни тысяч людей, которые находились и жили в палатках, не воспринимая и не принимая правление Кадырова и ставленников Путина в лице Кадырова и других. Эти люди находились в палатках. Они жили между Чечней и на территории Ингушетии. Я понимаю. Это лагеря были беженцев. Ни в одной стране, вот то, что ты можешь видеть здесь, да, отсюда беженцы сразу куда ушли? Они ушли в Европу и расселились. Наши не уходили в Европу. Они сидели рядом с Чечней. Они не хотели никуда, никто не хотел уезжать. Но и они не принимали то, что происходит там. Да, естественно, какая-то и чисто пропагандистская цель. Может, там муку раздавали, кашу, гречку раздавали. 20 лет сопротивления. Это о чем-то говорит, да? Купил ли Кадыров или Путин чеченское общество? 20 лет, если продолжалось сопротивление. Да, везде, во все времена. Вот сейчас в оккупированных, я не хочу сейчас проводить аналогии, параллели. Во всех оккупированных территориях находится масса людей, которые склоняются к тем, кто оккупировал. Тем, кто купил. Все. Это я понимаю. И чеченцы в этих вопросах, да, и чеченцы не исключение. Совершенно. Я категорически против идеализации чеченцев. Но я категорически против демонизации чеченцев. Точно так же. Мы обычный народ. Абсолютно обычный народ. Вот среди нас есть и малодушные, среди нас есть и герои, как и во всех других народах. Среди нас есть и те, которые могут попасть могут сотрудничать с коллаборантами. Вот эти 70% населения, которое сегодня просто выживает, это потенциально наши сторонники. Как только мы изменим ситуацию, это все автоматом будут на нашей стороне. И когда мы говорим о необходимости изменения формата власти впервые в России, мы и подчеркиваем, это и имеем в виду. Как только это мы можем сделать, только выиграв войну здесь, в Украине, над Россией. Поэтому все взаимосвязано. Ответ меня более чем устраивает. И опять же добавлю. Смотрите, перед тем, как что-либо, то есть пленный рассказывал, я не могу не опровергнуть, не могу не подтвердить, но у нас есть свои примеры, которые не надо далеко ходить. Крым, Луганская область, Донецкая область. Сколько среди нашего населения, среди украинцев там стали
коллаборантами и предателями, которые стали на сторону РФ, мы же сами прекрасно понимаем. Администрации, там, все это работает. Поэтому так это есть. Ну, я не буду говорить на белое-черное, что все украинцы, вы знаете, что у меня программа работает, и у нас предателей тоже достаточно много. И мне понравилась фраза «нельзя идеализировать и демонизировать». Вот это мне понравилось. Так. Как вы относитесь к различным чеченским группам за границей? Есть ли координация? С теми, кто сегодня безразличен, кому не безразлична ситуация в Чечне, мы с ними координируем работу и работаем. Но есть, к большому сожалению, и те, которые сегодня оторвались от реальностей, вернее, от дома. Они озабочены своими проблемами здесь и как бы пытаются интегрироваться и особо не проявляют. Но основной контингент, который здесь находится, мы с ними сотрудничаем, взаимодействуем. Именно благодаря им мы и сохранились как правовая основа, как правительство. Нам Понятно. Деньги выделяются не ООН, никем. На содержание, на сохранение нас как правовую основу, политическую силу, это благодаря тем чеченцам, которые находятся здесь, в Европе. Понял. Путин боится Чечни или Чечня Путина? Путин боится Чечни. Это ахиллесова пята Путина. Почему он и платит деньги каждый день миллиард рублей? Это только официально. А неофициально, если вы помните, как когда он приехал и посещал Чечню, да, как его провели по могилам, по всем. Вы представляете себе, там Ермолов, наверное, в гробу переворачивается, что русский царь идет на могилы с цветами чеченскому абреку, который призывал убивать русских по 150 человек. В дополнение, все помнят эти замечательные кадры, как царь, он же Путин, целует Коран. Да. Это так. Вопрос, который я увидел комментарий и отложил. Потому что это вторая тема, вторая претензия ко мне. Первая претензия была, если вы помните, это почему я пленных чеченцев называю чеченцами, а не кадыровцами. Ответ мы получили. И он логичен и прав. Второй вопрос, он моральный такой, этический. Берут ли они в жены любовницы европеек? Если да, то дадут ли в жены европейцу свою дочь? Или свою, это другое, и они не могут быть, они особенные. Тема заключается в том, что с одним военнопленным я поднял тему, которая называется «Почему чеченцы женятся на представителях женского пола любой нации, любых вообще, а своих дочерей не отдают никому, кроме чеченцев». При этом я прекрасно знаю, потому что чеченцы были в плену и рассказывали, моя дочь жената на русском, моя дочь жената на немца, и это нормально. А почему мы это обособляем? Это жизнь, да? Это жизнь. Есть разные вещи. Если говорить о традициях, чеченских традициях, почему на ментальном уровне заложено так, что чеченцы обычно свою дочь выдают за чеченца? Потому что у него есть возможность спросить за свою дочь, если она будет без на то основания и причины будет унижена, оскорблена или прочее. А если она выходит за эти рамки, за наши рамки, то в этом случае она обречена на что угодно. Просто в чеченских традициях уже много веков не практиковалось, потому что мы держались обособленно. Мы были под российской оккупацией, и в принципе других контактов ни с какими другими народами у нас очень долгое время не было. Но есть пример этому. Вот, допустим, чеченцы, которые жили в Турции, да? Естественно, чеченки выходили за турков. Чеченцы, которые переехали в Иорданию, чеченки выходили из-за арабов. И те, которые оказывались в Европе,
чеченцы, вот после Ну, Второй понятно, мировой они войны, вынуждены были. они тоже выходили замуж за европейцев или за кого-то. А в чеченском обществе, то есть они настолько было общество закрыто именно из-за агрессии России, из-за Российской империи, из-за российских амбиций, да, они все было замкнуто, да, и поэтому традиционно это и по сей день остается. Но сейчас, как только сегодня чеченцев где только нет, по всему миру. Если в Новой Зеландии есть чеченцы, в Японии, в Китае, в Австралии, в Новой Зеландии, в Соединенных Штатах Америки, по всему Европейскому Союзу. И сегодня, если мне кто-то скажет, что чеченки не выходят замуж за иностранцев, это неправда. Ну вот и все. Все очень просто. Смотрите, я должен прокомментировать, потому что какие-то там подписчики не в курсе этой ситуации. Я знаю, что вы не комментируете там Тумсо, есть такой. От себя могу сказать, что моя программа работает, я плачу деньги за информацию, за разного рода информацию, в том числе за информацию о чеченцах, которые совершают плохие вещи. Я знаю, что Тумсо – это агент ФСБ. Поэтому его там претензии или там предъявы, он там на мне хайповал, что чеченцы особенные, мы получили ответ, что нельзя там демонизировать чеченцев и нельзя их идеализировать. Это обычные люди, которые есть такие, как они есть. То, что русские боятся чеченцев, я вот сидел и думал, задать этот вопрос или нет. Мы получили этот ответ от тех же самых военнопленных. Ну, давайте я вам задам, с вашего разрешения. Пожалуйста, пожалуйста. Почему русские боятся чеченцев? Потому что начнем с Кавказской войны. Вы знаете, после Кавказской войны 61% чеченцев погибли в Кавказскую войну с русскими. 44 год, депортация. Да. 50 с лишним процентов погибли чеченцы и ингуши. Вот современная война, это по российской статистике, опять-таки я повторяю, 300 тысяч населения, и из них 42 тысячи детей. Если вы знаете, что вы совершили такие злодеяния против чеченского народа, как вы будете спать? Вам будет спокойно или вы будете бояться? Они боятся и правильно делают, что боятся. И правильно делают, что боятся. Буданов, который изнасиловал чеченку, он нашел свой конец в Москве. И таких, Юсуп Хаджи, если мы не добьемся того, что Россия будет привлечена в соответствии с существующими принципами и нормами международного права к ответу за все те злодеяния, охота за этими военными преступниками будет продолжаться. Я абсолютно уверен в этом. Именно те, кто совершили злодеяния, они боятся чеченцев, потому что они знают, что они сотворили. Есть один эпизод, когда один русский, он дал интервью и сказал, после того, что мы сотворили в Чечне, это было после Первой войны, после того, что мы сотворили в Чечне, нам их надо всех уничтожить, чтобы они нам не мстили за это. Вот почему они нас боятся. Все очень просто. Это, по сути, та же история и с нами. Потому что все наши знают про Бучу, про Черниговскую область. И речь тут зашла о Буданове, но это не о том Буданове. Нет, конечно. Буданов Кирилл Алексеевич. Известный. Да, это известный случай. Кто хочет узнать, погуглите. Буданов, Чечня, сразу все поймете. Эльза Кунгаева. Да. Буданов Кирилл Алексеевич, это начальник Главного управления разведки, сказал, что за все военные преступления все преступники из РФ понесут наказание. И поэтому вот эти ролики, которые вы видите о том, что там самокаты, что-то с ними происходит, или там какие-то генералы химических войск, это же происходит не просто так. Есть военные преступники, и они будут наказаны. У нас есть книга «Катив». Кто не знает, что есть этот проект, можете туда зайти, почитать, посмотреть.
Там все написано, и эта книга будет, по сути, история как с Моссадом. В свое время, когда Моссад мстил, ну, израильские спецслужбы мстили за уничтожение евреев в лагерях. То же самое и будет. По сути, у меня вопросов нет. Вопросы, которые там были, вы на них ответили, они у меня лично снимают все вопросы. От себя хочу сказать, что претензии, которые там мне чеченцы, которые находятся здесь, в Украине, предъявляют, ну, смотрите, председатель дал только что внятные, четкие ответы, которые противоречат вашим претензиям. Я не хочу вдаваться в детали, кто там мне что говорил, что мне предлагали, там, точнее, рассказывали, что со мной сделают. Это не имеет никакого значения. Мне с первых дней войны угрожают всякие. Там был последний, не вопрос, а так, амфетон. Питань немає, а от привід та вдачність висловити. Поняли, что я сказал? Нет. Вопросов не имею, а привет и благодарность объявите. Это... Спасибо. Я категорически рад был беседе. Мне было интересно, потому что я не знал много вопросов исторических, как это было. Мне было интересно. Пробелы определенные я закрыл себе. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно напишите. Прочитал все вопросы, которые задали, кроме там двоих, потом два вопроса, они повторялись. То есть, ну, в них смысла не было. Претензии, которые ко мне выдвигались по теме того, что там кадыровцы, чеченцы, ичкерийцы, мы получили ответы, так что ко мне вопросов нет. Тема религии, скорее вынужден согласиться, что лучше ее не трогать, потому что я не являюсь с ней экспертом. Если бы на моем месте был муфтий, что в принципе логично, то по теме Корана, по теме в принципе ислама, он бы мог кому-то говорить и что-то предъявлять. Но муфтий не будет никогда предъявлять, это не его история. Поэтому напишите в комментариях, возможно, надо еще на какие-то вопросы ответить. И тогда, возможно, когда-нибудь... Да, я буду здесь, мы, пожалуйста, в любое время общаемся. К депутатам нашим, к офису президента сделали А, давайте доделайте Б. В 2022 году постанову приняли, утвердите список документов, давайте мы признаем их. Ну, в чем проблема? Я не понимаю. Люди воюют за нас, им нужны документы. Я по себе знаю, потому что участвовал в процессах, военные привлекали к завезению русских сюда. Это не то, что ад, это катастрофа. Проще, ну, то есть это проблема. Отрегулируйте вопрос в конце-то концов. Ну, как бы одним делом занимаемся, как говорят. Да. И цель-то одна. Царя, империю развалить, царя кончить, привлечь в Гааге, посадить. Спасибо вам за то, что уделили время. Все. Рад был познакомиться.